Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона Мария Ким, со мной также мои коллеги Николай Слепцов-Айдын и Екатерина Голикова. Конкурсы для руководителей, учителей образовательных учреждений становятся важным инструментом для обмена опытом, внедряя новых идей и повышения качества образования. Они вдохновляют педагогов на творчество, способствуют развитию профессионального сообщества и формируют культуру сотрудничества, что в конечном итоге отражается на успехах учеников и на всей образовательной системе. Институт развития образования и повышения квалификации имени Донского II в начале апреля провел республиканский этап Всероссийского профессионального конкурса «Директор года». И у нас в гостях победители: Парников Николай Григорьевич. Добрый день. Парников Николай Григорьевич, прошу прощения, директор Намской средней общеобразовательной школы номер 1 имени Гаврилиева. Петров Павел Алексеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Директор Бердянскской средней общеобразовательной школы имени Данилова. Также у нас в гостях Саргалана Давыдовна Слепцова, старший преподаватель кафедры управления Института развития образования и повышения квалификации имени Донского II. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем, конечно же, с вас. Расскажите, пожалуйста, когда прошел конкурс, сколько в этом году было участников и что-то новое в этом году привнесли в этот конкурс? Спасибо за вопрос. Добрый день, уважаемые слушатели. Этот конкурс «Директор года» на самом деле очень молодой. Мы в республике его проводим 5-й раз. И если говорить о том, что федеральный конкурс «Директор года» не подразумевает участие на региональном этапе, то наша республика, она приняла решение, что для того, чтобы подготовить наших руководителей для участия в федеральном конкурсе, нам все-таки необходимо проводить региональный этап. А так в федеральном конкурсе может участвовать любой желающий руководитель. Они проходят тестирование, и наши победители, хоть они и победители, они все равно пройдут тестирование, и по его итогам будут приглашены или не приглашены на федеральный этап. Еще у нас отличие нашего конкурса республиканского в том, что у нас называется конкурс «Директор года» и «Лучшая управленческая команда». То есть в процессе конкурса мы выявляем помимо лучшего директора, но лучшую команду. То есть к нам приезжают директора со своими замами, иногда с преподавателями, с учителями, которые являются их помощниками, да, в организации учебно-воспитательного процесса. Это могут быть кто может быть? Это руководящий, конечно же, наш кадровый состав, да, и советники, да, советники, у меня слово команда вылетело. Да, команда, то есть это не обязательно заместители директора, это могут быть и учителя же, да. Поэтому, конечно же, они, сами наши коллеги сейчас расскажут о том, какой они опыт приобретают на нашем конкурсе. В этом году у нас было... Сколько участников? 16 участников, да. 16 участников, и я думаю, что этот конкурс с каждым годом становится все качественнее, да. К нам приезжает в качестве эксперта лучший учитель первого федерального конкурса Терехов Павел Станиславович. Уже 3-й раз он в этом году был. Ему очень нравится приезжать в нашу республику. И, конечно же, и нашим директорам тоже, я думаю, что опыт общения с абсолютным победителем, и он является также экспертом федерального этапа, это очень хороший, скажем так, багаж, который они уже потом понесут, да, и в свои школы, и также, может быть, ту информацию, которую они получают в процессе общения с федеральным экспертом, они использовать будут и на конкурсе уже более выше, да. Ну и вообще, в принципе, я думаю, что любое общение, новые знакомства, они нас обогащают же, да. И я думаю, что вот все согласятся, что помимо вот каких-то вот профессиональных навыков,
навыков, да, профессиональных компетенций, которые получают директора, несомненно, да, и их команды в процессе участия в конкурсе, живое человеческое общение, это тоже очень на сегодняшний день очень важно. Ну, конечно же, обращаемся уже к нашим победителям, да, победителям. До конкурса вы знали, знакомы были друг с другом? Нет. Вот, к сожалению, видите, нет. тоже, да, огромный большой плюс этого конкурса. Начнем с Николая Григорьевича. Как и когда, при каких обстоятельствах вы узнали, что вы будете принимать участие в конкурсе в этом году? Ну, у нас в УЛУСе, Намском УЛУСе, да, ежегодно между коллегами общаемся, да, и, соответственно, принимаем решение, кто в этом году будет принимать участие, да, и в прошлом году, когда наши коллеги переезжали конкурс 4-й, да, по счету который был, и, соответственно, сказали, в следующем году, Николай Григорьевич, будете вы. Поэтому я надеялся, что забудут, но не забыли. Зато честно. Да, ну и, соответственно, уже сказали, уведомили, что уже намечается конкурс, да, и тогда мы уже со своей командой начали готовиться. Потом, когда отправили положение, там уже мы по каждому конкурсному испытанию начали обсуждать те или иные вопросы, собираться, как можно выступить, как презентовать, да, все-таки это большая ответственность. Представляем район, да, это не только себя, а всю систему образования УЛУСа. Намский УЛУС, он всегда был передовиком, поэтому в этом плане надо было держать удар. Ну, глава района, наверное, уже сейчас Юрий Слепцов очень горд вами. Как вы узнали, Павел Алексеевич? Ну, у нас система, в принципе, такая же. У нас район, как скажем, небольшой по численности. У нас всего 11 школ в районе, поэтому как бы ежегодно проводить конкурс муниципальный директор года смысла не имеет. Поэтому вот такая тоже очередность у нас есть. В этом году, мне еще в прошлом году предлагали поучаствовать, но в прошлом году я был только 1 год директором школы, поэтому я нашел причину отказаться. В этом году, да, в этом году уже этой причины не было, поэтому с радостью согласился, получается, да, с радостью согласился. С командой тоже быстренько определились. Вот у меня, ну как, я работаю 2-й год в школе. Команда такая тоже у меня собралась хорошая, опытная, молодые такие. И уже вот как то же самое, как у Николая, тоже начали обсуждать, как готовиться, что представлять. Изучали вообще такой опыт. Много такого интересного сразу, что за конкурсы, как они проводятся, потому что опыта такого не было. Но помогли мои коллеги, которые вот в прошлом году участвовали. Вот у нас в прошлом году 2 школы участвовало, ну, 2 директора. Они тоже вот чуть-чуть объяснили, как проводится данный конкурс, а вот этот вот какой конкурс. В этой части было, мне коллеги помогли. Поэтому так, подготовились более-менее. Поделились своим опытом уже, да? Да. Ну, уже, да, как бы не страшно идти. Да, настраивали, да. И в итоге вы заявились, отправили заявки, наступил день X, вы приезжаете, смотрите на своих соперников из других школ, из других районов и думаете... Мы проиграли. Нет, мы пойдем до конца. Да, конечно. Ну, в первый день, что понравилось, сразу как бы с места в карьер начало. Вот институт очень хорошо так организовал. Не дали время на раскачку, на знакомство. Они сразу в 9:00 уже началось первое задание. Вот, первый этап. И там уже началось погружение сразу, потом после этого сразу 2-е задание, и только после этого было уже торжественное открытие. И тогда уже как-то выдохнули. Но уже прошли 2 этапа. Это было, ну так, как сказать, очень... Стрессово. Интересно. Да, интересно. Мы же руководители, мы должны выдерживать стресс, как-то быстро принимать решения. Поэтому
тоже какой-то такой навык сработал, и, слава богу, команда так собралась. Первый у нас был это профтестирование же. Да. Да. Ну, вообще, да, первый день он был довольно-таки насыщенным. Да, 3 насыщенный. испытания, открытие, да. Да. Николай Григорьевич, Да. слишком было все, да, так все один за другим. А вы с тобой команды привезли, Николай Григорьевич, вы с тобой какую команду привезли? В составе кто там был? Со мной приехали заместители директора по учебной части и по научно-методической работе. Стручкова Анисия Андреевна, она является депутатом, она вообще является общественником, да, очень сильным общественником в нашем районе, очень известным, не только в районе, но и в республике. У нее есть своя некоммерческая организация «Эхо бизнеса экологической направленности». Давно она этой организацией руководит и постоянно через эту организацию, и она является очень хорошим проектантом, и, соответственно, мы принимаем очень много участия в различных проектах, очень много экологической направленности, да, и не только через некоммерческую организацию, но и через школу тоже, да. И вторым это у меня была Стригачева Сардана Васильевна. Она тоже очень хороший, компетентный специалист, и, соответственно, тоже у нее проектное тоже мышление. То есть мы команда да, всегда мыслим проектно, да, и если есть задача стоит, надо его решать, и, соответственно, в любом проекте, да, то есть мы ограничены временем, ресурсами, соответственно, да, и тогда принимаем решения. И все эти цели, то есть все эти этапы, то есть мы рассматривали досконально, практически, да, и они мне очень сильно помогали. Если я как-то шире смотрел, да, то более как-то глобально, они меня приземляли, да, и направляли. Я говорю, надо сделать такую презентацию, там, чуть ли не 20 страниц, они говорят, вот тебе одна страница, надо презентовать. Потому что они исполнители, да? Ну, они опытные, наверное. Они прошли, наверное, тоже огонь и воду, и медные трубы, да, и на наших конкурсах республиканских, да, на ярмарках. Да, мы же постоянно, наша школа постоянно участвует Вообще-то одна из старейших школ, между прочим, в Якутии, да, и выпускник Максим Кирович Амосов. Да, и мои коллеги, они сопровождают практически всех наших учителей для участия в различных конкурсах. Поэтому у них опыт в этом плане намного больше, чем у меня, да. Поэтому смело, то есть, да, я на них надеялся, как они и меня направляли, так и мы вместе работали. Вы какую команду с собой привезли? У меня команда... Со мной приехала мой заместитель по научно-методической работе Потапова Альбертина Константиновна, очень опытный специалист, но она больше опытный как учитель. Я ее назначил заместителем с этого учебного года, то есть сентября. Она все равно очень опытный человек, она руководила методобъединением, внедряла в нашей школе огромное количество проектов, которые до сих пор работают. То есть методически, научной работе Альбертина Константиновна, наверное, сильнейший кадр в нашей школе. Поэтому я был в этой части уверен. Со мной также приехала Пахомова Ольга Алексеевна, это мой заместитель по воспитательной работе. Молодой, но очень опытный руководитель. Она уже воспитательным заместителем порядка 10 лет работает. Знает все подводные камни, где что, какие мероприятия, всю воспитательную работу знает от А до Я. И также мне помогали вообще помогал весь коллектив, мы там чуть ли по ночам беспокоили, нужна озвучка, у тебя хороший голос нужен. И ничего, все помогали, я своему коллективу очень благодарен. Мне помогали также мой заместитель по по информатизации. Он помогал мне делать презентации,
как-то оформлять, вот эту вот всю техническую часть очень хорошо вот эту, в этой части помог. И также советник по воспитанию Константинова Инга Савична. Ну, очень идейный человек, энергии через край, скажем так, да, вот это тоже было необходимо. Ну, сработались как команда, и было очень как бы комфортно работать. Иногда даже получалось так, что Павел Алексеевич, уйди, не мешай, да, мы сами тут, а мне что делать-то? Вот такие моменты У тоже меня были, 20 да. страниц, нет, одна страница. Я, наоборот, пытался все, давайте меньше, давайте, это много, это слишком много, я не скажу все это. Вот это примерно так было. Но все равно, да, такой Да. волнительные моменты в любом случае они, конечно, присутствуют, потому что конкурс, потому что представляете не только школу, да, представляете свою команду, представляете весь район. А был такой момент, допустим, во время конкурса, когда вы смотрели на своих соперников, это слишком громко сказано, да, на своих коллег, с которыми вы принимаете участие в конкурсе, и думаете, о, и какой яркий, там, какие-то их опыт, допустим, нужно применить в нашей школе. Такое было? Да, Конечно, конечно. Вот, видите, тоже, да, хорошая Это мы площадка. всегда же в любом мероприятии, не только в конкурсном, да, но и январских совещаниях, августовских, когда мы посещаем друг друга, ну, там, как делиться опытом, да, всегда вот пытаемся какие-то вот вопросы, которые насущные есть у нас, либо проблемные вопросы, да, решить, да, посмотреть опыт, да, и, соответственно, и этот конкурс не исключение, да, потому что там мы практически показываем всю работу уже школы, да. Да. Ну, у меня были моменты такие, что вот я реально сидел, смотрел, вот это вот, да, я Николая сразу заметил, абсолютный победитель. Мне нужно хотя бы попасть в тройку. Вот так вот какие-то мысли были, потому что очень яркие, какие-то хорошо презентуют, они как же еще плюс при этом такие интересные проекты и были, вот, что вообще многое мы себе записали, сфотографировали. Сейчас это нужно будет еще более-менее успокоиться и как бы переварить что-то, вот как говорил Павел Станиславович, в хорошем смысле украсить, да, да. Ну, мы же все равно работаем в одной цели, Да. то есть Для учеников. для учащихся, да, для наших детей. Поэтому, если где-то есть положительный опыт, который дает какой-то эффект, почему он должен применяться только, не знаю, в Хангаласском районе, да, Или вот да, Николай или Намском. Григорьевич. Почему мы это должны внедрить и у себя в районе, и потом, может быть, даже тиражировать в другие школы своего района. Вот такие моменты. Ну, у нас в этом году такой год консолидации наших руководителей в Горном. Мы впервые создали свою ассоциацию директоров Горного Улуса. Также включили нас в ассоциацию директоров Вилюйского макрорегиона. Вот, мы там очень хорошо так... Было мероприятие в Сунтарском районе, где директора участвовали. Ну, собрались со всех школ этих 5 районов. Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского и Горного. И обмен опытом, какое-то неформальное общение было, спортивные состязания. Вот такие мероприятия для руководителей очень важны. И то, что вот институт очень хорошо так проводит директор года конкурс, плюс с командами. Они же знакомимся не только мы, знакомятся наши завучи, то есть самые такие наши, как сказать, которые на передовой находятся, они обмениваются опытом, у кого-то что-то перенимают, это уже очень много значит, я думаю. Ну, целые там кипы. Да. Раздаток, которые наши коллеги раздавали, и мы сами раздавали, и мы взяли с собой там. Практически все записывали. Мои вот, коллеги, да, очень сильные методисты, поэтому сидели, записывали, что-то вот перенимали. 20 минут у нас пролетело.
первый блок нашей Мгм. программы. И вот буквально сейчас на 4 минуты уйдем на рекламу и вернемся к нашему разговору. Мгм. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы продолжаем нашу беседу с победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Директор года». Буквально до ухода на рекламу мы разговаривали по вопросу того, что ваша команда вот с такими кипами, с обменом опытом уже с другими. Это помимо того, что директора обмениваются опытом, у вас еще и ваши команды идут и обмениваются со своими коллегами опытом. Да, так и есть. А потом вы приехали, вернулись домой. А нет, давайте мы начнем с того, что как вы узнали, что вы победители. Это вопрос В самом же конкурсе это было, да, в финале. Какие чувства вы испытали, какие эмоции у вас были? Просто вы же думали хотя бы в тройку войти. Да, и в этом году необычно, что 2 абсолютных победителя. Вот, да. Получается, одно место должно было быть первое же, да? Поэтому я думаю, что тоже взрыв эмоций был, да, своего рода. Да, был. Как бы мы награждение вот это вот было, да, очень интересно. Ну, как бы и когда объявили, что 2 абсолютных победителя и назвали наши имена, первая мысль была, как готовиться к Москве теперь. Но было, конечно, не знаю, радость абсолютная, какая-то эйфория, вот, наверное, правильно такое слово, эйфория там. После этого, ну, как все это закончилось, это все равно как-то изнутри тебя идет. Я домой поехал, меня гаишники остановили, и они меня долго не отпускали. Почему ты такой радость? Ты что, выпил, что ли? Я говорю, нет, я с конкурса там, да. И он мне принюхивался. Ну да, реально. А ты стоишь довольный. Да, столько прям эмоций. Эмоции просто через край. Команда вообще была, не знаю, в таком супер шоке, радость. Сразу звонки, сразу столько поздравлений пошло с района. Это все, кто знают, там, мы не сомневались, ты должен был победить. И от этого еще такой, да, эйфория, скорее, наверное, правильно такой вот. Да, ну вот жюри, можно сказать, делало, наверное, правильный вот выбор, да, потому что как-то, по их мнению, то есть голоса разделились. Да, разделились, и, соответственно, это даже хорошо. И мы вот, что 2 абсолютно. Да, 2 абсолютно. Никому не обидно. Да, конечно, мы были очень рады, да, этой новости. И когда объявляли итоги, и до этого еще, когда мне вручили знак отличника, да, да, и то есть поздравляем. Я сидел и ни о чем не подозревал. Уже Да, хорошо. сижу, сидим и ждем результаты, и такие, отличник, вручается Проников. Я такой, о, как это так? И, соответственно, было очень радостно, да, все-таки те результаты работы, которые мы делали за эти предыдущие 5 лет, да, и до этого, то есть они были оценены, да, нашим министерством, это же большая заслуга, да, и то есть министерство обратило внимание, да, на нашу школу, на руководителя, соответственно, на команду, и это было очень, как сказать, ценно, да? Волнительно. Да, волнительно. Престижные же и очень. Вот очень хорошее, да, описание, эйфория такая, Эйфория. да, одержать победу, в любом случае, еще 2 абсолютных чемпиона в этом году. Почему такое решение было принято? Ну, наши эксперты, уважаемые, и Терехов Павел, да, Станиславович тоже, он согласился с тем, что вот в этом году вот 2 лучших. Просто вот и команды себя хорошо показали, и даже в разрезе, если мы будем смотреть на развитие этих районов, да, вот как они развиваются, система образования, насколько цельно, да, подходят к решению каких-то больших стратегических задач, да, что Намский район, что Горный район, они действительно показывают хорошие результаты, у них хороший рост, да. Конечно, это зависит и от главы района, естественно, да, что вот они все в связке, руководители района,
района, с управлением образования, руководители школ. Это действительно большая команда. На самом деле вот они двое со своими командами, а за ними стоят еще больше, да, еще больше людей, которые их назначили, во-первых, да, то есть на них они действительно рассчитывают, что вот в их лице образование района и в республике в том числе, да, получит действительно большой такой бонус, как качество образования, а в конечном итоге наши дети, да, получат возможность получат, да, тавтология, но тем не менее возможность получить хорошее образование, качественное образование, и, конечно же, это им и на будущее, когда они уже выйдут из стен школ, поможет им определиться в этой жизни, да, и быть успешными, да, во взрослой жизни, скажем так, да. А вообще вот Павел Станиславович, еще у нас же была такая фишка, что не только нашим участникам давали награды, но и Павлу Станиславовичу присвоили звание методист Якутии, да, то есть это очень тоже такой знак ценный, да. Все педагоги знают об этом знаке, и он действительно такой заслуженным очень нашим методистам выдается, и он очень был горд, и когда он нас встречал, кстати, на прошлой неделе я вернулась из командировки, мы ездили с командой участников «Директор года» 2024 года в Москву на стажировку по инициативе Павла Станиславовича, он нам помог, мы посетили корпоративный университет и ряд школ города Москвы, и вот как раз-таки он вот там тоже пришел к нам навстречу, Павел Станиславович, со значком методист года, говорит, я буду его носить, и говорит, я его буду носить с гордостью, и он тоже свое пожелание, что и в следующем году мы его пригласим на этот конкурс, он будет ждать встречи с нашими директорами, да, и для него это тоже очень ценно, он мало того, что он сам приезжает, он привозит с собой своих замов. То есть он тоже такой вот как бы наш посыл, что не только директор, но и управленческая команда участвует. Он приезжает со своей командой, которая... за свой счет, они же не за счет республики, а за свой счет. Да, он приезжает, ну, по крайней мере, вот второй год он уже привозит с собой своих замов, которые показывают мастер-классы, да, участникам, не только командам, там еще есть болеющие, да, методисты из управления образования приезжают, поддерживают своих участников, да, то есть это как бы такое сообщество уже вокруг этого конкурса сформировалось, да, и участники, и методисты, и учителя и замы, то есть это действительно вот такой вот, скажем так, драйверы образования, вот если по-настоящему, вот все они, это большая такая команда. Ну и мне кажется, вообще чисто по-человечески уже Павел сам уже Якутию полюбил. Да, я так думаю, да. И он уже неравнодушен к Якутии, это точно. Якутия ему очень дорога. И он отметил то, что, опять же, да, вот практику Якутии нужно уже распространить на другие регионы страны. Да, и вот прозвучала идея, возможно, она будет реализована уже в следующем году, забегая вперед, что вот как раз-таки конкурс «Директор года» и конкурс управленческих команд уже выйдет на Дальневосточный федеральный округ. Да, вот, ну, мы хотели бы так увидеть перспективу этого конкурса, да, то есть чтобы не только наши директора республики поучаствовали, но и из Дальневосточного федерального округа, потому что, в принципе, и Хабаровский, и Приморский край, и Магаданская область, и Сахалин, у нас условия примерно одинаковые, да, и вот когда мы ездили в Москву, директора тоже, вот кто с нами поехал, да, участники прошлого года, они отметили, да, Москва, конечно, у них условия другие, вот нам бы посмотреть на те школы, которые похожи на нас с такими же проблемами. И я спросила, а тогда в какой регион бы вы хотели поехать? И вот мы так тоже обсудили, и они предложили, может быть, в Магадан, потому что вот, допустим, сейчас профилизация, да, и укрупнение, создание вот комплексов, центров, да, образовательных, они прошли тоже через этот этап и тоже на свои какие-то свои ошибки, конечно же,
сталкивались с трудностями, и вот хотели бы вот посетить, допустим, Магаданскую область, да, то есть Магаданский край. Магаданская область. Магадан. Да, Магадан. То есть наших соседей, да. Ну и ехать недалеко Мгм. тоже. Вот, то есть идеи рождаются в общении, и поэтому я думаю, вот самое ценное в таких конкурсах тоже, вот, что мы, вот у народа Саха же есть поговорка «кейки тян юренер», да, то есть мы учимся от людей все-таки, да, сколько бы ни было цифровых ресурсов, сколько бы ни было книг и так далее, мы все равно очень многое черпаем из общения друг от друга, да, вот поэтому вот ценность общения человеческого, она абсолютно, я думаю. И еще очень ценна похвала учителей, ветеранов педагогического труда. Вот, Николай Григорьевич, до начала нашей программы вы отмечали, что вот эта вот высокая похвала была от ветеранов педагогического труда, которые вам звонили, писали, поздравляли. Про это расскажите. Да, это действительно, да. Вообще вот после объявления итогов конкурса, да, то есть весь коллектив, также родители, учащиеся, жители района, родственники, особенно мама, папа, да, вот, они были очень рады. И одним из тех людей, которые были очень рады этому результату, действительно вот ветераны школы, да, люди, которые практически посвятили всю свою жизнь системе образования, именно когда, чтобы, ну, на становление школы самой, да, вот действительно, и они вот очень сильно были рады, да, и гордились тем, что именно наша школа, что именно и их управленческая команда, и их руководство вот стали вот лучшими. Да, так же, да? Да, я думаю, Павел Алексеевич то же самое. Вот. Вчера вот мне один наш ветеран, вот Дора Никитична, звонила, поздравляла, обещала вот на следующей неделе, она сейчас в Якутске, приехать, обязательно зайти, лично поздравить. Вот, и как бы были такие даже моменты, когда наши ветераны, вот, ну как они говорят, потеряли сон, пока мы тут соревновались, болели за нас там. И вот как после того, как стало известно, что вот мы победили, то радости было, вот сколько людей писало. Вообще какой-то момент был такой, ну, случилось так, что даже почувствую себя звездой, да, все с тобой здороваются, поздравляют, очень приятно, и чувствуешь поддержку своего коллектива, своих учащихся, когда земляков, даже родителей. Вот атмосфера же в школе как-то вот поменялась. Да. Смотришь, видишь, вот дети, вот, они как-то уже по-другому как-то. Ну, что ты, лучший директор республики же, да. Два абсолютных. И Намский вуз, и горный район. Ну, вообще, как бы переоценить сам этот конкурс, наверное, сложно. Я почему еще согласился участвовать-то? Потому что мы же руководители, и у нас вот институт, они вот сейчас тоже сказали, проводят несколько конкурсов. Лучший психолог, лучший учитель, лучший воспитатель. Да. И мы же надо участвовать, надо побеждать. И, а когда ты сам поучаствовал и победил, получается, требовать с людей, чтобы они участвовали уже, наверное, я считаю, будет легче. Да, кстати, вот Безгородская школа, и вот как-то вот вместе как-то вот идем. Вот 2 года тому назад учитель Безгородской школы, она стала лучшим учителем родного языка литературы, да? Да, это школа Афанасия Осипова, очень Каскеляна Ивановна, по-моему, да, у нас наша землячка, да. А вот в прошлом году вот и учитель нашей школы, Лариса Дмитриевна Данилова, она стала лучшим учителем родного языка литературы. Поэтому, да. Поэтому... Ну, получается, конкурируем. Да, а сегодня мы вместе уже, вот и Намская школа, и Безгородская школа. Конкурировать уже не будем сотрудничать, наверное. Да, потому что вам сейчас предстоит принять участие во всероссийском конкурсе, уже на уровне страны представлять.
уже не районы свои, даже не школы, Да, республику. было бы замечательно, если мы и с Павлом Алексеевичем Да, прошли успешно Вот мы щас тестирование, сидели, самое обсуждали, главное. надо Да. как-то вместе подготовиться, вопросы, может, Мгм. какие-то решить. Ну, потому что 2 участника с республики было бы вообще замечательно. И тем более, когда ты там не один в поле воина, а с коллегой, который... с другом. Да, с другом. Уже с другом. Который поддержит, поможет, подскажет. Шансов стать победителем выше, больше. Поэтому надо как-то уже не конкурировать, а сотрудничать. Вот мы хотим, мы с Николаем обсуждали момент, когда можно друг к другу съездить. Вот, да, тоже Да. очень хорошая У возможность. меня уже познакомиться завуч поближе. загорелись идеи. Ну, С давайте. папками уже готовыми Да. стоят. С фотоаппаратами. Все сфотографировать. Ну, да, вот. Думаю, не будем долгий ящик откладывать. Постараемся в этом году уже. Ну, может, если не весной, то осенью как Обязательно минимум надо встретиться. съездить друг к другу в гости, посмотреть. Мы школу, в принципе, как количественно, так и ну, вообще количество мы одинаковые практически. У него 850, да? Да, 857 учащихся. Мгм. У меня 740 учащихся. Мгм. То есть мы одни из крупнейших И школ в районе. да, Такие. Мгм. То есть мы можем друг другу много дать. Верно, правильно. Да, какие-то Мгм. финансовые даже пусть вопросы будут, какие-то воспитательной части. Во всех вопросах можем обменяться опытом. Мгм. Кто как решает какие-то проблемы. Ну, вы еще и другие школы можете пригласить себе в гости. Мне кажется, они с Да, большим конечно. удовольствием приедут. Вот те же самые, которые Участники директора конкурса, школ. да. 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 Ну, Вот ну, еще вторая идея. к нам Мне уже кажется, просятся, вам не идут. Вот у нас, мне вчера позвонили, вот школа номер 39, по-моему, которая Мгм. где-то Новая. Мгм. новая школа. Ага. Они тоже хотят вот к нам выехать, посмотреть. Ну, видимо, тоже увидели что-то, хотят Из узнать. столицы Мгм. республики. Да. На минуточку к вам. Да, ну вот решили пока в мае. В Ага. мае встретим, покажем. Нам не жалко, мы Мгм. одну цель преследуем, Да. поэтому Мгм. надо делиться. Ну, а мы, в свою очередь, от себя, от национальной вещательной компании «Саха», от радио «Тетим» поздравляем вас и Спасибо. желаем улаханных саңарбов, да? Желаем отлично тоже принять участие в всероссийском, и уже будем, опять же, на связи, и мы узнаем ваши результаты по итогам тестирования. Спасибо большое, что пришли к нам, рассказали о конкурсе, и до новых встреч. Спасибо за приглашение. Спасибо. Спасибо. До свидания. До новых До встреч. свидания.